Я Гульнара Абдуллаева, историк, публицист. Я освещаю события, происходившие в эпоху Крымского ханства. Моя цель – показать настоящее прошлое крымских татар. 27 мая 1637 года Кизлев готовился встретить нового хана Бахадира-Гирая. Хан вступил на землю предков и направился к величественной ханской мечети. После намаза состоялась коронация, во время которой хан дал клятву верности своему народу. При правлении отца знаменитого Селямета Гирая хана Бахадир-Гирай жил в родовом имении в Ян-Болу. Здесь молодой человек постигал премудрости науки. У юного принца был талант поэта. Его стихотворения, насыщенные суфийской символикой, имели большой успех. Как было модно в те времена, он взял для себя поэтический псевдоним – Резми. Еще в Ян-Болу Бахадир-Гирай женился на дочери Бурагази-Гирая Ханзаде Ханым, обладавшей тонкой натурой и, как ее отец, писавшей стихи. О трепетной любви между ней и будущим крымским ханом сложилось множество легенд. Сохранились описания хана, в которых говорилось, что он был красив лицом, говорил четко и изъяснялся изящно. Он не стремился вести войны, и пятилетнее его правление было бы мирным, если бы не некоторые обстоятельства, побудившие его вступить в противоборство с мурзами из рода Мансур, проживавших в неспокойном Буджаке. Причиной послужило убийство мансурами 9 мурз из рода Конрад. Бахадир хорошо знал, по каким причинам безвременно освободил престол его предшественник Инаед-Гирай и принял решительные меры. Поддерживаемый родом Ширин и заручившись фетвой кефинского муфтия, он казнил всех эмиров из рода Мансур, кроме женщин и мальчиков, не достигших совершеннолетия. Воспользовавшись междоусобицей в Крыму, русский царь Михаил Федорович на несколько лет задержал выплату обязательной ежегодной казны, которую Московия обязывалась по договору, заключенному между Иваном IV и Тахт-Алганом Девлетом-Гираем, платить Крыму. Бахадир отправил к царю Мурзу Топе Тимура с письмом. Содержание послания вынудило царя изменить своему решению выйти из-под контроля Крыма, и уже спустя несколько месяцев Московия прислала в Крым задолжавшие дары и деньги в ханскую казну. Вскоре до хана дошло известие, что крымско-татарскую крепость Азак захватили донские казаки. Он вынужден был собрать войско и отправиться к Азаку. Крепость была успешно отбита. Но Бахадир-Гирай возвратился в Бахчисарай не на коне, как герой, а в закрытой повозке. Причиной такого возвращения стала болезнь, зловещая чума. В конце ноября 1640 года 39-летнего Бахадира-Гирая не стало. Он был погребен в Бахчисарае в дюрбе своего отца в квартале Хамушан. К сожалению, до наших дней его дюрбе не сохранилось.